нужно включить в план социально-экономического развития якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену. Об этом мы много говорим в последнее время. Установить срок окончания работ. Что бесконечно тянуть нельзя. Мы знаем, что такое долгострой, знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое. Кроме того, необходимо привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы Колыма. Вот то, что нам сегодня показывали, эти картинки, да и то, что водители говорят на дорогах, это, так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность. Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о том, о чем сейчас было только что сказано. Определить конкретные сроки. Хотел бы повторить, эти объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии. Обеспечит круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях. В Магадане и Якутске сохраняется большой объем аварийного жилого фонда. Об этом тоже сейчас только что говорили. В этих городах, по аналогии с решениями, принятыми по Чите и Улан-Удэ, прошу завершить к 2030 году расселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября текущего года. По Жатайской судоверфи. Я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации. При необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона. Сейчас только что мы обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона. Если все с этим согласны, нужно делать. Только на берегу нужно договориться о том, как это будем делать. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи. И в завершение прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно помню свое посещение этой высшей школы. Производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это все происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует. Рассчитываю, что принятые сегодня решения в целом положительно отразятся на экономике и социальной сфере всех трех городов, дадут дополнительный импульс к их развитию.